сколько из бюджета средств уходит на содержание исполнительного комитета, и есть ли какие-нибудь анализы, выводы Народного собрания Гагаузии как законодательного органа по тому, насколько это эффективно? Очень важный пласт проблемы на самом деле, потому что начнем немножко с предыстории. Вот когда был Башканом Михаил Формузал, вопрос в таком контексте, он не был настолько сенсибельный, да, потому что тогда государство выделяло трансферты на количество чиновников. То есть Гагаузия имела энное количество чиновников и получала государственное финансирование с государственного бюджета Республики Молдова. И вопрос он не стоял с таким острым. Но в 2015 году была проведена реформа публичного финансирования, и сейчас каждый чиновник Гагаузии содержится за счет наших налогов. Поэтому этот вопрос очень важный для каждого из нас. У нас в структурах исполнительного комитета, тут важно отметить, что исполком это не третий этаж, где сидит глава Гагаузии и ее аппарат. Исполком Гагаузии это непосредственно исполнительный комитет, где глава Гагаузии осуществляет свою деятельность, и еще почти 15 ответвлений. Это управления различные разные. Главные управления, районные администрации. Так вот, совокупность у нас это региональное правительство в Гагаузии, оно больше, чем министерство в правительстве Республики Молдова. Это первое. Второе, у нас количество чиновников по штатным единицам вот в этом региональном правительстве почти 400 единиц. Из них, согласно отчету счетной палаты, больше 10% не заняты. То есть это вакантные должности. Которые потом будут использованы как премии. Этих людей нет. Так вот. Нет, они есть, просто невидимые. Нету живых людей, они не занимаются, и, соответственно, формируется экономия фонда оплаты труда. Но эти же деньги потом уходят, как фонд оплаты труда. Да, они остаются и финансируются все равно на содержание органов управления. Так вот, вот эта структура исполнительной власти, расходы на нее превышают 70 миллионов леев в 2025 году. И я уверен, что эта цифра вырастет. И, кстати, эта статья расходов на содержание чиновников выросла на 7% по отношению к прошлому году.